Школа имени Исангула Карасартова, 5 Г класс, урок классного часа, учитель Джумакадырова Мёрхан Баракановна. Здравствуйте всем, ребята! Как ваше настроение? Надеюсь, у всех отличное настроение. Тогда, ребята, давайте мы с вами начнем урок классного часа. Как вы думаете, ребята, о чем мы с вами будем говорить? Правильно угадали, ребята. Наша сегодняшняя тема классного часа – вред и польза сотового телефона. То есть мы с вами сегодня будем говорить о положительных и отрицательных сторонах сотового телефона. Цели урока, ребята – сформировать установку на здоровый образ жизни, формирование навыков правильного пользования сотовым телефоном, а также напомнить гигиенические требования использования сотового телефона. Как вы знаете, ребята, мобильный телефон – это доступное средство связи с внешним миром. Необходимо знать положительное и отрицательное воздействие сотового телефона на здоровье и жизнь человека. И знать, как правильно пользоваться телефоном и в каких временных рамках. Так, давайте мы с вами сегодня будем обсуждать пользу и вред мобильного телефона. Давайте начнем с положительной стороны. Плюсы сотового телефона, ребята – расширяет общение между людьми, дает возможность родителям контролировать своих детей, гарантирует безопасность школьника, способствует получению новой информации через интернет. То есть через интернет мы можем скачать любые видео, фильмы, разные виды информации и так далее. То есть дети тоже могут скачать разные игры. Также они могут смотреть интересные фильмы, мультфильмы и так далее, да? И в телефоне имеется калькулятор, будильник, часы, фонарик, камера и другие виды других интересных приложений. И в чем же минусы? Минусы сотового телефона, ребята. Часто случаются аварии, если еще и водитель во время движения разговаривал по телефону. Сотового телефона часто провоцируют кражи. На разговоры и другие услуги интернета нужны дополнительные денежные затраты. Еще самый главный минус сотового телефона – очень вредно для здоровья, да, как вы все знаете. Также школьникам телефоны будут мешать во время урока. Мобильный телефон в школе. Как вы относитесь к тому, чтобы мобильный телефон в школе? Какие проблемы могут возникать использованием сотового телефона в школе? Конечно же, мелодии, смс-сообщения отвлекают учеников от урока и мешают ученикам и учителям. По выводу ученых, телефон очень вредно для детей, особенно для подростков и детей до 16 лет. Специалисты утверждают, что использование сотового телефона детям и подросткам до 16 лет очень опасно. Как излучение телефона влияет на мозг? Посмотрите, ребята, на картинке. До 8 лет излучение как влияет, с 8 до 16 лет, и как влияет излучение на взрослого человека. Излучение от сотовых телефонов оказывает вредное воздействие на здоровье человека, особенно для растущего организма, то есть для детей, да? Электромагнитное излучение сотовых телефонов приводит к ухудшению памяти, зрения, повышению давления и бессонницы. Наиболее сильно страдают центральная нервная система, иммунитет человека и головной мозг. Наш глаз, ребята, устроен таким образом, что ему сложно фокусировать свой взгляд на минимальном объекте. Люди, часто находясь дома, на работе, в транспорте, они непрерывно смотрят на телефон. Это приводит к ухудшению зрения, ребята.
По статистике, в Кыргызстане или вообще в мире, да, у каждого человека имеется свой телефон. Каждый человек, включая детей, школьники, да, имеют свои телефоны. Около 70% пользователей разговаривают по телефону более 30 минут в день. 30% людей имеют по 2 сотовых и регулярно их используют. 40% наших сограждан на ночь они кладут телефоны ближе к своей кровати. Только 20% пользователей знают, что влияние мобильного телефона на человека может быть чрезвычайно вредным. Ученые из Великобритании, они провели эксперимент, опыт провели и выявили риски от пользования мобильным телефоном под руководством финки Анны Лакола. Они подвергли обследованию 1500 человек с заболеванием рака мозга и 3500 здоровых людей, причем каждый 10-й из них пользовался сотовым телефоном более 10 лет. И эти ученые, они пришли к выводу, что разговаривать по мобильному телефону следует не более 2 раз в день. А в ином случае есть риск заработать через 5-10 лет опухоль головного мозга. Давайте теперь мы с вами поговорим о правилах пользования мобильным телефоном. Правило номер 1. Говорите по телефону не более 10 минут в день. Носить телефон в чехле, в отдельном кармане сумки или портфеле. Никогда, ни в коем случае не носить мобильный телефон на шее, в карманах джинсах, пиджаков, курток и так далее. То есть не носить телефон в карманах, а носите телефон в чехле, в отдельной сумке. Слушайте музыку через наушники не более 10-15 минут. Смотрите на дисплей телефона не более 15 минут. Я вам ранее сказала, да, что наш глаз устроен таким образом, что ему сложно видеть мелкие объекты. Не держите мобильный телефон под подушкой и в руках, когда вы спите. Не оставляйте включенную функцию Bluetooth более 5 минут. Контролируйте всегда уровень заряда аккумулятора. При слабой зарядке уровень излучения сотового аппарата возрастает. А я вам ранее говорила, что сильно от излучения, да, сильно страдает центральная нервная система, иммунитет, головной мозг, зрение, память, да, ухудшается память. Еще всегда держите телефон на левой руке, всегда вытирайте телефон каждые 10 минут. Спасибо вам за внимание, ребята. Надеюсь, урок вам понравилось. Надеюсь, вы получили много разных информаций. На этом мы с вами заканчиваем урок классного часа. Всем до свидания. Спасибо всем за внимание еще раз.